Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. Сегодня мы находимся в Якутии, точнее на реке Алдан, усть Татта поселок. На картах он обозначен как Булун. Вот. Здесь я приехал к Николаю Евгению. У него своя рыболовецкая база. И в прошлый раз мы сюда приезжали с командой «Диалоги о рыбалке», записывали сюжет. Вот, и вода была большая, грязная, мы особо нам не получилось поснимать, но рыбалка все равно состоялась. Уже не вот, это вы можете посмотреть уже у Александра Васильева «Диалоги о рыбалке». А мы сегодня вот здесь Валерий со мной будет, напарник в лодке, и сам Евгений с своим сыном. Вот. А таким деятелем? Никон. С Никоном. Вот. А Евгений с Никоном будут во второй лодке. Вот. Четвером, в общем, отправляемся на рыбалку на спиннинг. Посмотрим, что нам получится поймать. Так, ну вот, приехали, получается, на устье речки, в которой должны рыбачить. Сейчас я заберу ящик. Пойдем. Там вот избушка такая. Будем в ней ночевать сегодня. Избушка или сарай, не знаю. Ну, палатка у нас есть с собой на всякий случай. Сейчас познакомимся поближе с участниками поездки сегодняшней. Так, друзья, ну вот мы переночевали. Вот такие здесь домики для рыбаков. Смотрите, то есть рыбаки здесь живут. Вот такая коптилка у них тут стоит. Там у них банька. Ну, это какое-то помещение подсобное. Там гараж для снегохода. Ну и сарай какой-то. Вот в таком домике переночевали. Видите, вот здесь вот все вот так оставляет хозяин. Всякие инструменты. Здесь мы ночевали. Вот. Прохладно в домике. Спирали зажигали. Комаров нету. Вот смотрите, романтические фотографии. Хозяин домика довольно-таки романтик, видимо. Вот. Видите, какие фотки. Но потолок, друзья, низковатый. То есть я вот стою, полный рост, я не могу встать. И дверь, конечно, тоже низковатая. Поэтому, ну, как говорится, чем меньше потолок, тем меньше теплопроводность. Вот. Здесь у них был раньше сарай. Он нечаянно сгорел весной. И поэтому они построили себе новый. Итак, вот начинаем утром заезд на речку. Вот так вот на двух аэролодках. Вот сколько бутера. Да, рыбаки местные. Ну как, ребята, рыба есть? Рыба есть в этих краях? Нету рыбы, говорят, вообще нету рыбы. Вода мутная, грязная, вот. Но мы, думаю, все-таки поднимемся повыше. Там будет почище и попробуем поискать что-нибудь для вас. Так что оставайтесь, будет интересно. Друзья, подъехали к очень интересному месту. Слияние двух ручьев. Левый и правый называется приток. Вот. Так, друзья,
Выехали в ручей. И вон он плавает. Смотрите, вот ленок. Прям сейчас будет атака. Прям. Интерес. Потерял интерес. Видите, вот плавает вообще. Вода чистая. Чистейшая. Боблер. Чистейшая вода, просто чистейшая. Но что-то аппетита нету совсем у рыбы. Он как бы идет, но не берет. Вон, еще один пришел. О, еще один. Смотри, сколько здесь. Взял, ага. Вижу. Давай, тащи его, тащи. Давай. Подтаскивай. О, вот это уже уровень. Вот это ленок. Красота. Смотри, куда приехали, да? Красота вообще красота. По красоте приехали. Маленький плавает вообще. Друзья, классно. Вода вообще чистейшая. Рыбу видно насквозь. Да, она сейчас не питается, как бы жарко, все дела, но хочется все выше и выше. Вдруг попадется заветный таймень все-таки. Кстати, здесь водомет уже сюда не проходит, когда вода на минимуме, только аэролодки, друзья. Поэтому аэролодка, как мы и говорили ранее, это техника для именно вот таких бездорожий речных. На реках тоже есть бездорожье. Ну все, друзья, вот мы и приехали. Конечный пункт нашего пребывания. Посмотрите, друзья, мы начали пилить бревно, чтобы проехать. Это что за мультитул такой крутой? Реклама мультитула. Они тебе сейчас просто обязаны пару лямов заплатить за это. Хотя бы пару штук. 200 тысяч за рекламу. Ким ден ветеринокс-то? Швейцарское качество. Швейцарский нож, друзья, смотрите, ножом пилим дерево. Вы не поверите. До половины это отломаем. И отломаем, и проедем. Как бы тебе стало, да? Все, нашли наше пристанище на ночь. И, в общем, до завтра мы здесь будем. Думаю, что рыба здесь есть. Какой-нибудь ленок, таймень. Здесь вот неплохо крутит. Неплохо так.
вечером, думаю, прокидаем здесь все. Перекат этот. Ну вот, друзья, наступило утро. В таком чудесном месте мы проснулись. Вчера вечером поужинали и легли спать. Я вчера немножко покидал мушку, но уже было поздно. По всей видимости, рыба не ловилась. Сегодня утром я уже поймал пару хорьков. Посмотрите, сейчас покажем. Вот мы уже их сделали малосолкой. Это вот лайфхак такой, да? Расскажи про него, Валерий. Что это ты добавил? Переправа от доширака. Красный перец. О, получается очень вкусно, да? Совсем другой. Как хе, да? Да, как это. Какой-то. Угу. Вот, сейчас чайник вскипит. Чай попьем. Да. Пятиминутка такая. Ну а я, друзья, пока чай, значит, выкипает, хочу еще покидать мушку. Вот, сейчас я покажу, расскажу немножко про снасти, которыми я ловил. Так, ну вот, друзья, вот есть вот такая вот снасть. Это тирольская палочка уже готовая. Алтай снасти, делают их в Алтае. Есть у нас хороший знакомый, который их делает. И вот, друзья, вы можете то же самое заказать, вот эти снасти. Они у меня на сайте клёвая-рыбалка.рф, как я уже рассказывал многим. Стараюсь рассказывать и показывать то, чем я пользуюсь. Видите, она уже готовая, оснащена, ее просто забрасываешь, цепляешь на свой спиннинг, удочку, все что угодно, и рыбачишь. Вообще отличная вещь. Сейчас я попозже покажу, как она работает. Все, сейчас я пойду рыбачить вот этой именно с плетней. Вот она, вот плетня алтайская. Тут 5 мушек таких вот тройничковых. Она уже у меня стоит там. Сейчас покажу. Так, ну вот такая вот идет сплетенка, вот плетня. Вот смотрите, уже палец зацепила. Мушки очень острые. Так, вот обычные тройнички, вот такие маленькие, но представлены в виде мушек и 2 поплавка. Причем, ну, поплавки специальные, видите, загрузка идет. Грамм по 20 минут такие поплавки. И вот она очень простая в действии, то есть вот, ну, подходите, вот, допустим, к перекату. Я, допустим, даже с той стороны кидал. Вот, он оттуда он забрасывал и ловил. Просто подошли, закинули, ну и плавите ее. Хариус, если есть, он возьмет. То есть он увидит, что там плывут мухи, и сразу среагирует моментально. Реакция очень быстрая у рыбы. Здесь там мелочевочка какая-то ловилась у меня давеча. Мелкий, и один хороший был. Хороший хариус был, друзья, но не успел я в тот момент еще заснять. Сейчас я засниму, думаю. Ага, есть поклевка. Хороший хариус идет, друзья. Смотрите, какой хариус. Вот такой красавчик. Подожди, стой. Сейчас я тебя освобожу. Вот такой красавчик. Смотрите.
Эй, иди сюда. Ладно, ушел. Пусть идет. Сейчас еще попробуем. Ну, есть поклевка. Ну, этот чуть поменьше, но все же. Так, значит, здесь у меня лежат подарки для ребят. Для ребят здесь лежат подарочки. Так, ну мои друзья все рыбаки, поэтому для рыбаков вот такие подарки. Воблера ручной работы, друзья, Сергея Соболевского. Вот. Ну и молодому подарю свою рабочую блесну. Тоже вот такая вот спрут. Ну это не блесна, тоже как бы воблер. Вот. Поэтому сейчас сделаем презентикой. В общем, небольшие подарки. А? Подарки. А. Подарки любите получать? Ага. Вот так, смотри. Выбирай. Тебе как первому даю возможность выбрать. Это тайменевый. Ручная работа. Здесь вот поставишь крючки, кольца сам поставишь. Потому что каждый рыбак ставит сам. Потому что какие поставишь, такой и будет улов, короче. Поэтому вот. Спасибо. Держи. Тебе остается вот этот. Это вот таймень на таймене, короче, видишь. Ручная работа полностью. Это имитация этого хариуза. Возьмешь. Мя, молодой. Выеха. Спрут. Альбах балык каптар бита. Чтоб поймал. Уже поводок-то. Да. Ну вот, друзья, мы уже собираемся. А тем, кто интересуется, вот такие воблера, мушки, все это есть на сайте клеворыбалка.рф. Заходите, друзья, заказывайте. Так, ну все, собрались. Сейчас уезжаем. На 2 аэролодках, как и приехали. Все в порядке, в общем, все убрали за собой. Ничего, мусор не оставляем. Так, потихоньку возвращаемся. Пока ребята едут, я тут ямину нашел хорошую прям. Решил покидать маленько. А вдруг что будет? Валера уже линка поднял. Красавчик. Мелкий, но ленок, да? Мелковат, но ленок. Покажи линка. Леночка покажи. Что ты там поймал? Мелкий. Да. Впервые в жизни поймал, представляете? Вот этот плохом котя ханы, угаты ханы, блядь,
Тышкандар. Впервые в жизни поймал линка, да? Вчера не ловил, да? О. Это и песок-то. Это будет Ол жағы көрір. Тоқта егер. О, ящик пригодился. Еще один такой же. Не, этот покрупнее. Ленок, но побольше твоего. О, хороший, подожди, красавчик. Я сейчас покажем всему миру. Вот такой красавчик. Вот такой красавчик, друзья. Так, сейчас вот это вот бревно здоровущее переехали вот на аэролодке. И сейчас ждем ребят. Следом ребята выезжают. Вот друг друга ждем. Останавливаемся, ждем. Вот Евгений там с сыном едут они. Ну, он рыбачит, не спеша едет. Тоже аэролодка. Сейчас посмотрим, как проскочат. Также проехали. Так, Жень поймал тоже там. Прям на устье поймал. Вот мы спускаемся и прокидываем. Там, сям. Так, Валера тоже взял. Красавчик. Мелкий, но... Вытарки кахтах такие. Ты нах. Вытарка кахтах-то. А. Пытайся, крывайте. Хай утин. Все. Ушел. Там есть, говорят. Так, друзья, вот мы сейчас приехали. Сразу начали жарить наших щук. Они немножко размягчились, но не испортились.
не успели испортиться. Вот. Вот поджаривается до румянца. И нормально. Тере-тере. Здесь у нас блюдо от шеф-повара. Как-то итальянская паста, да? Называется. Паста называется. С сыром. Ну вот, друзья, вчера ребята приехали, нас спасли. Бензин наш, конечно, закончился. Мы не доплыли. Буквально километров 10. Ребят с деревни, благо здесь деревня недалеко, привезли бензин. Потому что нам нужно сейчас, получается, загрузить наши аэролодки, увезти в деревню. И с Валерой мы дальше должны ее увезти, получается, до реки Лена. И там я уже своим ходом доеду до дома. Сейчас вот находимся на базе, база отдыха Белей называется. И Евгений, владелец базы, нам немножко сейчас о ней расскажет. И также, друзья, хочу сделать объявление, то что он так же, как и я, занимается туризмом и возит людей. То есть у него есть большой база, мощности есть. И поэтому, друзья, обратите внимание на это. С Александром мы приезжали сюда вот именно на рыбалку. Сюжет об этом у него на диалогах о рыбалке будет. Даже есть, наверное, уже. Вот, Евгений, расскажи нам немножко про базу, что это, как, вот, сколько здесь ты можешь принять рыбаков, и так, какие у тебя здесь уловы и так далее. Ага. Ну, мы работаем уже второй год. В прошлом году построили новый домик. Есть старый домик, кухонная беседка. Ну, принимать можем до 20 человек. Были столько гостей, вот, приезжали. Ну, в летнее время как-то можно еще больше. Палатки все есть, техника есть тоже. Ну, как-то так, летом спиннинги, зимой удочки, сетями рыбачим. И, ну, летом тоже удочки. Ну, донные вот снасти можно, да, использовать. Лицензия все имеется. Давай вот с этого момента поподробнее. Вот, какие виды рыб можно вот здесь поймать? Ну, особо ценных видов рыб это осетр сибирский наш. Ага, выдаем лицензию. Потом, ну, щука, там, налим, окунь, елец, сик, тугунки. Да, можем на тугунков организовать это неводы тоже. Это осенью, получается, сентябрь, октябрь месяц. Ну, водится у нас таймень, нельма бывает. Ну, и горные речки. Горные речки рядом тоже недалеко. Отсюда, допустим, километров 20 начинается, и снизу тоже 30 километров. Ленок, хариус, валек. Ну, как-то так. Приезжайте к нам на базу, говори. Да. Так, друзья, ну вот мы здесь как раз таки разговорились и решили на том, что на базе на в этой местности здесь также очень классная подлетка. Я сам здесь бывал один раз. И это место, ну, оно незабываемо тем, что здесь можно и поймать как налима, так и тайменя зимой подо льдом. И поэтому мы здесь, вот этой командой нашей, вот Валерий является организатором, он не первый год уже проводит вот такие, много провел таких соревнований именно по рыбалке. И пока у нас, ну, пока Евгений предлагает свою базу, участок свой, нужно этим воспользоваться, думаю, друзья, и попробовать организовать первые
подледные соревнования весной, да, 2026 года. И поэтому мы решили сделать такой анонс, что будут соревнования крупные и республиканские. И хотим подготовить призы, чтобы призы были прям реально хорошие. И провести здесь уже соревнования такие вот выездные соревнования. То есть люди будут приезжать с палатками, своими оснащением и ловить рыбу. И мы об этом как бы, ну, сделаем, информацию дадим. Ну а вот, а мы сейчас, друзья, здесь утром пьем кофе. В данном домике сейчас даже отдыхают гости. Вот, мы спали в этом домике. Ну, так как мы проездом здесь, вот все-таки хозяин сам базы здесь. И поэтому дальше едем. Вот. Ну вот, дорогие друзья, приехали в поселок. В принципе, на этом мы заканчиваем наш сюжет. Спасибо Евгению за приглашение. Приезжайте. Приезжайте на базу к Евгению. Рыбы будет валом. Поэтому, друзья, подписывайтесь, пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Все контакты в описании. Вот здесь номер Евгения. Всем пока. И ждите соревнований. Друзья, ну и напоследок, я возвращалась с рыбалки. Думаете, кого встретил? Михаил, ребята из Нижнего Новгорода. Покажи нашу буханку. Едут вот на таком УАЗике. Ой, там уже там видно. Едем в Магадан. Едем в Магадан, ребят. Через Якутию. Здесь наш именитый якутский мастер ножедел. Кстати, вот его ножами я уже пользуюсь давно. Михаила ножами. Да. У них сейчас совместный тандем. Они делают якутские ножи. Поэтому, друзья, ссылочка под роликом. Да. Покупайте. Ножи от Егора Романова. Всем пока.